Сажид Сажитов, наш молодой тренер, который сейчас стал главным тренером, вы знаете что, зная нутро Сажитова, зная, сколько он трудился в борьбе, следил тоже за ним, потому что мы земляки там, высоко в горах, выросли оттуда. И не могу себе простить, что я как спортивный деятель, функционер не вмешался, когда перед Пекинской Олимпиадой шла первенство России, в Москве было, отбор туда. И когда у них скандальная схватка, помните, с Китоевым было там. И почему жребии не развели их, и вы же должны были развести эту схватку. Там очень тонко проработали, наши не догадались, и эта схватка все решала, что, я почему говорю, будь он в Пекине, вы знаете, что Китоев очень неудачно выступил в Пекине, занял место Сажитова, он поехал. Так получилось, Всевышнему было угодно. А теперь и на этом завершилась его, в принципе, спортивная карьера, как чемпиона мира, заслуженный мастер. А теперь, когда стал тренером, это такая лавина за 3 месяца свалилась на голову. И Европа была первым пробным таким, как дагестанцы выступят. Я думаю, что удачно выступили. И Сажитова, зная его трудоспособность и элементарную порядочность, и преданность чистоте религии, потому что религия это выдающееся, это создание от Всевышнего идет нам, чтобы мы были терпеливы друг к другу. Зная Сажитова терпения, я уверен, что у этого парня большое такое спортивное, тренерское будущее, педагогическое будущее, потому что где бы он ни был, что бы ни был, я не слышал ни одного спортсмена, хотя мы, как и артисты, очень разносторонние люди, спортсмены, потому что большой труд, много громких имен, у каждого свое видение, у каждого свои подходы, очень большие разногласия бывают, особенно когда политики вмешиваются, но я еще не слышал ни один человек, который про Сажита просто подумал что-нибудь плохое, потому что этот парень настолько аккуратно, настолько по-человечески, и всем теплом, терпением ведет себя, ну, и трудится, самое главное трудится, и прекрасно знает суть борьбы, и не стесняется у старшего, у младшего, любого спросить, что-то было пользой для его работы. Поэтому я уверен и желаю ему успехов, что уверен, что у него все получится, вы там убедитесь под руководством. И дагестанцы будут на Олимпиаде успешно выступать, и сборная России будет, тем более сейчас к Олимпиаде, наверняка, скорее всего, будет его старший товарищ, наш Магомед Гусейнович готовит команду, я так думаю, не знаю, там какие изменения за месяц могут сделать. Поэтому, зная, что желание Сажитова, я уверен, что прекрасное будущее тренерской работы. Хотя, честно вам скажу, это огромная, тяжелая, нехорошая работа, тренерская работа. Самая низкая работа, это и самая высокая, потому что когда чемпионами становится, вместе с учениками он бывает у президента республики, у президента страны, в Кремле получает награды. Но когда с работы выгоняют, допустим, неудача или что-то случилось, тренера что за работа тренера? Отсюда выгнал, туда пошел, там выгнал, сюда пошел, как в футболе бывает. И самая тяжелая работа и самая высокая работа такая, на острие политики, на острие прессы, публичные люди, эти тренера. А Сажитову с его порядочностью я уверен и желаю ему, и уверен, что у него все получится, он станет одним из, вот вместе с Али Алиевым, со всеми тренерами нашими, одним из выдающихся тренеров республики, если на этой работе останется. Поэтому все впереди у Сажитова. Всевышний с ним. Я уверен, что Всевышний с ним. Сергей Имранович, вы являетесь легендарным тренером Советского Союза. Вот сейчас главным тренером Дагестана назначили молодой тренер Саджид Саджидов. Что вы можете о нам сказать? Я Саджидова знаю с юношеских лет. Самое главное, это очень дисциплинированный, культурный гражданин и достойный парень. Не только чемпион мира, но и бесподобный человек, который общий язык находит со всеми. И он сейчас вот даже боролись на Яригинском турнире. Там дагестанцы очень хорошо себя показали, хорошие результаты. И четверо дагестанцев боролись на чемпионате Европы.
И я думаю, что на этих Олимпийских играх, которые будут проходить в Лондоне, под его руководством обязательно будет минимум 2 олимпийских чемпиона. Потому что он парень очень воспитанный, культурный. Его тренер Майрбек Юсупов, который вложил огромный тоже труд в него. Вот. Я лично очень хорошего мнения о нем, как о гражданине, как о спортсмене. Сажид Сажидов, он достойная кандидатура, и я думаю, что руководство республики не ошиблось, выбрав его старшим тренером. И министр спорта, и директор ШВСМ Нажмуддин, наш Абдулбеков, они все довольны Сажидом тем, что он правильную политику ведет. В многонациональном Дагестане здесь не так просто, потому что более 35 национальностей. Здесь все почти дети занимаются борьбой, и выбирать среди них таланты и правильно относиться к ним, это надо, конечно, быть прежде всего самому очень объективным, правильным человеком. А Сажид как раз обладает этими качествами. Юрий Аванесович, вы были один из лучших тренеров СССР, бывшего СССР. Сейчас тоже разницы нету, один из лучших тренеров России. Что вы можете сказать о главном тренере Дагестана, сборной Дагестана, Сажид Сажидов? Ну, нужно сказать, что сегодня пришла новое такое пополнение в сборную команды Дагестана по вольной борьбе. Это очень приятное событие в жизни дагестанского спорта, особенно вольной борьбы. Пришел довольно-таки очень опытный спортсмен, который блистал на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, и по завершении спортивной карьеры возглавил сборную команду Дагестана по вольной борьбе. Регион Дагестана — это один из самых таких сильных регионов сегодня в мире, и как бы руководить такой командой — это большая честь для любого спортсмена, и тренера и так далее. Поэтому приятно то, что сегодня пришел именно такой человек довольно-таки очень авторитетный в борцовском мире. Он пользуется огромным авторитетом среди спортсменов, тренеров, и поэтому выбор его о том, что он стал главным тренером, это не случайно. И мы надеемся, что с приходом Сажида Сажидова на пост главного тренера сборной команды Дагестана, он продолжит ту традицию, которая была всегда в Дагестане. Дело в том, что дагестанские борцы, особенно за последние 10-12 лет, показали выдающиеся результаты. Они становились чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр. Сегодня, в республике проживает огромное количество олимпийских чемпионов. Я думаю, что та традиция, которая была, она продолжится. Сегодня стоит непростая задача перед молодыми тренерами, которые работают сегодня в сборной команде. Дело в том, что совсем скоро, буквально через 4-5 месяцев, представители Дагестана будут выступать на Олимпийских играх в Лондоне. И мы надеемся, что те спортсмены, которые сегодня находятся и в спортивном зале, и в составе сборной команды СССР, будут делать, России, прошу прощения, они будут делать все для того, чтобы как можно больше дагестанских спортсменов попало на Олимпийские игры. У нас есть хорошие перспективы, скажем, в тяжелой весовой категории 96 килограмм, 66 килограмм. Но при хорошей, говорится, подготовке могут быть и появиться еще и другие кандидаты в олимпийскую команду. И поэтому то, что сегодня возглавляет сборную команду Сажид Сажидов, это действительно уникальный случай, когда спортсмен, который совсем недавно боролся, бросил и ушел в тренерскую работу. И те спортсмены, молодые спортсмены, с которыми он сегодня работает как тренер, показывает, что он действительно пользуется огромным авторитетом среди спортсменов. Это очень важно сегодня в Республике Дагестан.
где действительно почитаются и его спортивный результат, его человеческие качества, и главное, наверное, то, что он очень коммуникабельный со всеми, и с руководством республики и так далее. Поэтому я думаю, что у него все получится, у нас есть такая хорошая надежда на то, что сборная команда Дагестана, возглавляем Сажидом Сажидовым, сделает все от него зависящее для того, чтобы дагестанские спортсмены блистали на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Я ему желаю, говорить, успехов, естественно, в работе, очень тяжелой работе, но у него это получится, я уверен в этом. Вам тоже удачи. Спасибо. И я думаю, что Хаджимурат немножечко не был готов к этим соревнованиям. Это Хаджимурат Магомедов. Ну, тем более будет интересный чемпионат России. А его тезка сейчас в очень затруднительном положении. Посмотрим, чем же все это закончится. Но закончила... Вот этот бросок, кстати, мне кажется, это один из лучших бросков, который был зафиксирован на чемпионате. И является самой высокой оценка. 5 баллов. Выше оценки в борьбе не бывает. Ну, наверное, зрители согласятся, это действительно был самый красивый борцовский прием. Да, и будет очень сложно сейчас Гонсалову, который настраивался явно на победу, все-таки одолел олимпийского чемпиона, хотелось продолжить и стать чемпионом этого турнира. Да, очень молодой спортсмен. Впрочем, оба они молодые. Один победил Сажид Сажидом. Ну, если
Сажидов я знаю очень давно. Значит, на моих глазах он вырос в сильнейшего борца мира. Но, значит, я должен сказать, что, наверное, самый заметный след он оставил на чемпионате мира в Нью-Йорке, когда он взял железный балл у американского борца и не дал никаких шансов, чтобы, значит, позволить себя зажать и отнять у себя победу. Ну, сейчас он приступил к обязанностям главного тренера Дагестана по вольной борьбе. Это человек, который полон интересных идей, хорошо знает борьбу. Его пользуется большим авторитетом среди дагестанских борцов, а также среди борцов всего мира. Поэтому хочется пожелать ему удачи на этом поприще. И мы все верим, что у него все получится. Сегодня Сажид Сажидов к нам, когда поступал, мы для него вот как-то думали, человек, который попал к нам в институт, это какой-то перворазрядник. Он показал себя с таким размахом и сразу стал чемпионом мира среди молодежи Венгрии. Сегодня я очень рад, и что он окончил наш институт, что он учился у нас, и сегодня его избрали главным тренером Республики Дагестан. Сегодня этот парень показывает, у нас одно время было спад Республики по вольной борьбе. Сегодня вот как стал Сажидов главным тренером, один шаг вперед уже сделано, потому что на чемпионате Европы, на других соревнованиях российского масштаба был большой этот размах. Вот начиная Ярыгиновского турнира, они вот в турнире заняли 3 первых мест по сравнению прошлого года, как Сажид стал главным тренером, какие-то результаты пошли. Сегодня вот в Центральном олимпийском центре они проводят сборы, готовятся на чемпионат России. Сегодня явно 4-5 весовых категорий, которые сегодня претендуют на чемпионские медали. Я надеюсь, на Олимпиаду, да? Это все зависит от России, кто там займет первые места, это явный путевка на Олимпиаду. Поэтому Сажид, он очень порядочный, очень добросовестный, принципиальный, решительный парень. Я надеюсь, этот парень покажет себя и покажет для республики такого результативного результата. Самых именитых наших борцов: 4-кратный чемпион России, 2-кратный чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах. Я, наверное, больше хочу говорить о Сажиде как о человеке и, естественно, как о главном тренере. Дагестан прославили великие ученые, музыканты, писатели, воины, спортсмены. Сажид является одним из тех, о ком можно сказать, что он гордость Дагестана. Он проявил самые лучшие качества воспитанника дагестанского народа и спортсмена не только в многонациональном государстве, как Россия, также за ее пределами, завоевав этим уважение, обаяние
различных народов, независимо от принадлежности их религиозной принадлежности. О Сажиде можно говорить, наверное, с белой завистью так. Нам бы такого сына, нам бы такого брата, нам бы такого друга. Сегодня являюсь главным тренером сборной команды Дагестана по вольной борьбе. Сажид, руководствуясь мудростью и патриотизмом, унаследованным от предков, помогает в воспитании молодых спортсменов, их становлении, призывая их к взаимоуважению, к справедливости, заботиться о материально-технической базе этих спортсменов, заботиться о их материальном состоянии. И хочется в конце сказать, да поможет ему Аллах достичь успехов на новом поприще. Удачи вам, Леша. Спасибо. Мы вольники, и нет прекрасней спорта. Так было, есть и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Ведут к победам мужество и воля, но лишь тому доступна высота. В ком бьется сердце чистое, живое, кого влекут добро и красота. И если тренер вольнику России в разгаре схватки крикнул «Разорви!», то это значит победи красиво. Красиво действуй, думай и живи. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Сажид, к чему посвящены эти учебно-тренировочные сборы? Ну, эти сборы у нас идут, в принципе, они были не плановые, мы просто решили, было у нас время свободное такое между сборами, да, и решили это время просто не тратить даром, понимая, что когда ребята находятся на сборах, у них есть режим, у них есть питание, и в плане этого все тренеры сообща решили провести вот такой тренировочный сбор. Этот сбор, естественно, первый, можно сказать, такой этап подготовки к чемпионату России, который будет проходиться в мае в городе Санкт-Петербурге, пока в планах так стоит. И самому основному старту, наверное, года, и к этому посвящен этот сбор. А есть у нас травмированные сборные? Ну, пока, слава богу, да, сегодня все находятся в строю, тренируются. Но с этого сбора как бы нет таких задач, чтобы типа максимально таких нагрузок или максимально, чтобы занимались, таких задач нету. Здесь сегодня задача, чтобы они были, у нас будет такой ударный сбор, где будут большие нагрузки, это будет Кисловодский, да, и можно сказать, такой втягивающий сегодня сбор именно к этому Кисловодскому сбору. Поэтому все вроде сегодня находятся в сборе. Ну, маленькие травмы, что-то есть. Это по ходу здесь и мы долечиваем, и медицинские процедуры врач там расписал, ходят они на всякие физиотерапии, плавание в бассейн. Но это все делается, поэтому я думаю,
Сборы в Кисловодск, все будут уже в полной готовности. А на зону России кто из ребят едет? Ну, сегодня, вот буквально вчера, как было определено точное место проведения, сроки проведения, это 6-8 апреля в Нальчике, в Кабарде будет проходить зона России. Это мы знаем, что точно туда поедет первая тройка чемпионата Дагестана, который проводился. И нам всего дали 70 мест, а остальных будем добирать, будем смотреть, кто достоин выступать и завоевывать путевки на чемпионат России. А каково самочувствие наших лидеров в категории 120 килограмм Билал Махов и Бахтияр Ахмедов? Ну, сегодня она находится в строю, и радует то, что Биляла мы уже видим, что он, можно сказать, в хорошей физической форме, хороший подготовлен, хорошим настроем, что основное важное того, что... И сегодня он будет бороться на Южном федеральном округе с КФО. И в зависимости от того, что после чемпионата России не было ни одного старта, и исходя из этого он решил побороться там перед Россией. И посмотрим там на его форму, на его подготовку, насколько он сегодня готов выступить на чемпионате России. Чувствуется ли как груз ответственности перед Олимпиадой, перед решающим чемпионатом России? Ну, вы знаете, груз ответственный у каждого. Это не только у спортсменов, это и у тренеров, и у обслуживающего персонала, и у всех, да, болельщиков, близких, у всех, потому что это старт таких, основной старт всего, да, карьеры спортивной человека, куда он стремится, это Олимпиада, да, высшая ступень спорта, поэтому, естественно, ответственность, естественно, другой настрой, другая подготовка к этому есть, будет. И я думаю, мы тот желаемый результат наших ребят, чтобы порадовать наших болельщиков, прославить нашу республику, мы справимся с этим и выступим на хорошем уровне. Скажите, я знаю, вы не любите делать прогнозы, но на сколько медалей мы рассчитываем? Вы знаете, ни для кого не секрет, что у нас реальные шансы это 66, 96 и 120 килограмм. Ну, может быть всякое, да, мы не списываем, не скидываем, как бы, можно сказать, и 55 килограмм, зная там ситуацию, что у Лебедева большой вес, проблема ему с гонкой веса, и Нариман Срапилов, если будет в хорошей подготовленной форме, выступит, выиграть чемпионат России, это тоже есть какой-то шанс попадания на Олимпийские игры. Ну, реально, вот это 3 веса, и будем именно стараться в этих 3 весах, чтобы наши ребята попали на Олимпийские игры. Сажид, ты, наверное, знаешь, в футболе есть играющий тренер. А может такое появиться, что и в борьбе появится борющийся тренер? Все может быть, почему нет? Всякое может. Если человек считает себя вполне в физической форме, подготовленный, что есть здоровье, любой человек может бороться. И сегодня мы немало видим таких примеров, что люди по 35 возвращаются на ковер и очень знаменитые, именитые. Поэтому это не... здесь удивительно ничего нету. Но есть тот момент, что ты полноценно не сможешь, наверное, уделять время и свою энергию на подготовку спортсменов из-за того, что тебе придется самому готовиться. Поэтому я не думаю совмещать и тренерство, и само участие. С одной стороны, это будет неправильно, потому что тут я могу сказать, что должен быть человек свободен от всех дел. Мы понимаем, что знаем, сами знаете, когда у спортсмена времени просто нет. Сборы за сборами, сборы соревнования, поэтому очень мало времени бывает даже просто находиться дома с родными и близкими. Спасибо и удачи. Спасибо вам тоже. Будет минимум 2 олимпийских чемпиона.
потому что он парень очень воспитанный, культурный. И его тренер Майрбек Юсупов, который вложил огромный тоже труд в него. Вот. Я лично очень хорошего мнения о нем, как о гражданине, как о спортсмене. Саджид Саджидов, он достойная кандидатура, и я думаю, что руководство республики не ошиблось, выбрав его старшим тренером. И министр спорта, и директор ШВСМ Нажмуддин, наш Абдулбеков, они все довольны Саджидом тем, что он правильную политику ведет. В многонациональном Дагестане здесь не так просто, потому что более 35 национальностей. Здесь все почти дети занимаются борьбой, и выбирать среди них таланты и правильно относиться к ним, это надо, конечно, быть прежде всего самому очень объективным, правильным человеком. А Саджид как раз обладает этими качествами. Юрий Аванесович, вы были один из лучших тренеров СССР, бывшего СССР. Сейчас тоже разницы нету, один из лучших тренеров России. Что вы можете сказать о главном тренере Дагестана, сборной Дагестана, Саджид Саджидов? Ну, нужно сказать, что сегодня пришла новое такое пополнение в сборную команды Дагестана по вольной борьбе. Это очень приятное событие в жизни дагестанского спорта, особенно вольной борьбы. Пришел довольно-таки очень опытный спортсмен, который блистал на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, и по завершении спортивной карьеры возглавил сборную команду Дагестана по вольной борьбе. Регион Дагестана — это один из самых таких сильных регионов сегодня в мире, и как бы руководить такой командой — это большая честь для любого спортсмена, и тренера и так далее. Поэтому приятно то, что сегодня пришел именно такой человек довольно-таки очень авторитетный в борцовском мире. Ну, Саджид Саджидов, наш молодой тренер, который сейчас стал главным тренером, вы знаете что, зная нутро Саджидова, зная, сколько он трудился в борьбе, следил тоже за ним, потому что мы земляки там, высоко в горах, выросли оттуда. И не могу себе простить, что я как спортивный деятель, функционер не вмешался, когда перед Пекинской Олимпиадой шла первенство России, в Москве было, отбор туда. И когда у них скандальная схватка, помните, с Китоевым было там, и почему жребии не развели их, и вы же должны были развести эту схватку. Там очень тонко проработали, наши не догадались, и эта схватка все решала, что, я почему говорю, будь он в Пекине, вы знаете, что Китоев очень неудачно выступил в Пекине, занял место Саджида, он поехал. То так получилось, Всевышнему было угодно. А теперь и на этом завершилась его, в принципе, спортивная карьера, как чемпиона мира, заслуженный мастер. А теперь, когда стал тренером, это такая лавина за 3 месяца свалилась на голову. И Европа была первым пробным таким, как дагестанцы выступят. Я думаю, что удачно выступили. И Саджидова, зная его трудоспособность, и элементарную порядочность, и преданность чистоте религии, потому что религия — это выдающееся, это создание от Всевышнего идет нам, чтобы мы были терпеливы друг к другу. Зная Саджидова терпения, я уверен, что у этого парня большое такое спортивное, тренерское будущее, педагогическое будущее, потому что где бы он ни был, что бы ни был, я не слышал ни одного спортсмена, хотя мы, как и артисты, очень разносторонние люди, спортсмены, потому что большой труд, много громких имен, у каждого свое видение, у каждого свои подходы, очень большие разногласия бывают, особенно когда политики вмешиваются, но я еще не слышал ни один человек, который про Саджида просто подумал что-нибудь плохое, потому что этот парень настолько аккуратно, настолько по-человечески, и всем теплом, терпением ведет себя, ну, и трудится, самое главное, трудится, и прекрасно знает суть борьбы, и не стесняется у старшего, у младшего, любого спросить, что-то было пользой для его работы,
Поэтому я уверен и желаю ему успехов, что уверен, что у него все получится. Вы в этом убедитесь под руководством. И дагестанцы будут на Олимпиаде успешно выступать, и сборная России будет, тем более сейчас к Олимпиаде, наверняка, скорее всего. Я ему желаю успехов, естественно, в работе, очень тяжелой работе, но у него это получится, я уверен в этом. Вам тоже удачи. Спасибо. И я думаю, что Хаджимурат немножечко не был готов к этим соревнованиям. Это Хаджимурат Магомедов. Ну, тем более будет интересный чемпионат России. А его тезка сейчас в очень затруднительном положении. Посмотрим, чем же все это закончится. Ну, а закончила... Вот этот бросок, кстати, мне кажется, это один из лучших бросков, который был зафиксирован на чемпионате. И является самой высокой оценкой. 5 баллов. Выше оценки в борьбе не бывает. Ну, наверное, зрители согласятся, это действительно был самый красивый борцовский прием. Да, и будет очень сложно сейчас Гонсалову, который настраивался явно на победу, все-таки одолел олимпийского чемпиона, хотелось продолжить и стать чемпионом этого турнира. Да, очень молодой спортсмен, впрочем, оба они молодые, один победил Сажид Сажидов. Ну, если... Все будет его старший товарищ, наш Магомед Гусейнович готовит команду, я так думаю, не знаю, там какие изменения за месяц могут сделать. Поэтому, зная, что желание Сажитова, я уверен, что прекрасное будущее тренерской работы. Хотя, честно вам скажу, это огромная, тяжелая, нехорошая работа, тренерская работа. Самая низкая работа, это и самая высокая, потому что когда чемпионами становится, вместе с учениками он бывает у президента республики, у президента страны, в Кремле получает награды. Но когда с работы выгоняют, допустим, неудача или что-то случилось, тренера что за работа тренера? Отсюда выгнал, туда пошел, там выгнал, сюда пошел, как в футболе бывает. И самая тяжелая работа и самая высокая работа такая, на острие политики, на острие прессы, публичные люди, эти тренера. А Сажитову с его порядочностью я уверен и желаю ему, и уверен, что у него все получится. Он станет одним из, вот вместе с Али Алиевым, со всеми тренерами нашими, одним из выдающихся тренеров республики, если на этой работе останется. Поэтому все впереди у Сажитова. Всевышний с ним. Я уверен, что Всевышний с ним. Сергей Имранович, вы являетесь легендарным тренером Советского Союза. Вот сейчас главным тренером Дагестана назначили молодой тренер Саджид Сажидов. Что вы можете о нам сказать? Я Саджидова знаю с юношеских лет.
самое главное, это очень дисциплинированный, культурный гражданин и достойный парень. Не только чемпион мира, но и бесподобный человек, который общий язык находит со всеми. И он сейчас вот даже боролись на Яригинском турнире. Там дагестанцы очень хорошо себя показали, хорошие результаты. И четверо дагестанцев боролись на чемпионате Европы. И я думаю, что на этих Олимпийских играх, которые будут проходить в Лондоне, под его руководством обязательно... Он пользуется огромным авторитетом среди спортсменов, тренеров, и поэтому выбор его о том, что он стал главным тренером, это не случайно. И мы надеемся, что с приходом Сажидова на пост главного тренера сборной команды Дагестана, он продолжит ту традицию, которая была всегда в Дагестане. Дело в том, что дагестанские борцы, особенно за последние 10-12 лет, показали выдающиеся результаты. Они становились чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр. Сегодня, значит, в республике проживает огромное количество олимпийских чемпионов. Я думаю, что та традиция, которая была, она продолжится. Сегодня стоит непростая задача перед молодыми тренерами, которые работают сегодня в сборной команде. Дело в том, что совсем скоро, значит, буквально через 4-5 месяцев сборная представители Дагестана будут выступать на Олимпийских играх в Лондоне. И мы надеемся, что те спортсмены, которые сегодня находятся и в спортивном зале, и в составе сборной команды СССР, будут делать, России, прошу прощения, они будут делать все для того, чтобы как можно больше дагестанских спортсменов попало на Олимпийские игры. У нас есть хорошие перспективы, скажем, в тяжелой весовой категории 96 килограмм, 66 килограмм. Но при хорошей, говорится, подготовке могут быть и появиться еще и другие кандидаты в олимпийскую команду. И поэтому то, что сегодня возглавляет сборную команду Сажидов, это действительно уникальный случай, когда, значит, спортсмен, который совсем недавно боролся, бросил и ушел в тренерскую работу. И те спортсмены, молодые спортсмены, с которыми он сегодня работает как тренер, показывает, что он действительно пользуется огромным авторитетом среди спортсменов. Это очень важно сегодня в Республике Дагестан, где действительно почитаются и его спортивный результат, его человеческие качества, и главное, наверное, то, что он очень коммуникабельный со всеми, и с руководством республики и так далее. Поэтому я думаю, что у него все получится. У нас есть такая хорошая надежда на то, что сборная команда Дагестана, возглавляем Сажидом Сажидовым, сделает все от него зависящее для того, чтобы дагестанские спортсмены блистали на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх.